дзяцей добрый смех. А можа яны паміж нас? Мороз размалює шкло, поклоніться кожному з вас і убачить, як знов рождество собрало усіх разом нас. Щиро вітаємо усіх, хто сьогодні прибув до нас на фабрику зорок екіп Нотр-Дам. Гэта суполка Ганцевичи. Где Ганцевичи? Покажитеся. Новая мышь. Князь Виш. Солигорск. Субботники. И Барановичи. Так само вітаємо і наших духовних дорадчиків. Аплодисменти. Вас ради вітати. Ми раді всіх вітати на нашій Барановицькій землі. Мы вельмі спадзяёмся на тое, што вы будете вельмі актыўнымі на наших уроках. А зараз ми запрошуємо вас назирнути у наш відеодзьомік і познайомитися з розкладом занятків. Сестра. Слушайте, нахмурились. Светлей, открывать широко глаза, делайте светлыми, одухотворенными, да? Следующая строчка от улыбки. В небе радуга проснется. Будем делать следующее. Опять улыбаемся. На снова в небе поднимаем глаза вверх, смотрим на небо, ищем рукам. И рисуем радугу классную в небе. Нарисовали. На снова проснется. Сладко зеваем. Покажите, как это событие. Давайте-ка репетируем. Я буду говорить вот эти две строчки, а вы все делаете то, что я вам спросила. Итак, начинаем. От улыбки мой день светлее. От улыбки в небе радуга проснется. Дальше на слова. И поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Будем поворачиваться друг к другу и, естественно, дарить друг другу улыбки. Все. Залі ваші смішки. І ми таким цудовним настроєм протягнемо працю далі. О, звоночок на пірапи. Я розумію, пригожий, я мило, то мене мусили. Мама, розпиши.
саме пригожий і вже у формі мужчина. У саме розкрити сіло. Добре трималася, так? Добре. Ну, як зрозуміли, хто осмелится озвучить, что сказали наши пригожие мужчины. Разумное было, пригожее было. В міру формі, не на білоруській мові, так? Приватное. Я самая тупая и приватная. Я самая тупая и приватная. Давайте подякуємося. В танцующем салате пестрые цветы. Режу ваши стройные бутоны, затем добавляю шоколад, груши и лимоны. Салат чудо-лепестки, красивый, все легки. Здесь походки, прически, улыбки, ресницы. Салатик моем это все пригодится. Танцуй, не тормози, а если ты еще не в теме, смотри, делай лучше все по моей системе, ваши труды. Выше моих способностей. В общем-то, все очень просто. А ну давай, пойдем. Так, молодежь, кто сидит? Ну-ка быстро встаем. О, Николай дает шар. Ты встань тут, а ты, пожалуй, здесь. Из вас получается термоядерная смесь. Делай шаг вправо, делай шаг влево. Хлопок, поворот, мода снова припева. Двигайся, прыгай, тряси волосами. А ну-ка, попробуйте сами. А ну давай подергай головой. А ну давай подыгай, вот так ногой. А ну давай разверни свой шаг. А ну подвигай, вот так. Тебе давай, пальцы. Тебе
Царь.
Далеко, там, где ты, далеко, все твои города замело, замела зима, все твои дома далеко, там, где ты одна. Там, где ты над землей полумрак, за тобой снег идет просто так пройдет белый снег, да год за собой оставляя лед. Все это так холодно, скоро почти век. Жизнь разделит поровну, белый идет снег. Все это так снежно, белой мглой вдаль. Все это так снежно, все это так жаль. Знаешь, однажды, когда все лягут спать, сон не придет к тебе, но не захочешь встать. Растянув свое тело на светлых простынях, ты будешь думать, переживать огня. О днях, что ушли, о днях, что сейчас, и тех, что не придут. Оставь все, оставь, ангелы здесь, они нас берегут. Трошку мы окунемся в такую историю, что было, коли б Христос не пришел. Ну, вот и коляды пришли. Каждый год одно и то же. Ведаете, а неколи для меня было это самое великое свято. Чему? Ну, чему? Неколи виновито на коляды я пришел до Бога. Який я тогда счастливый был. Горы готов был ворочать. А зараз нечто змінилося? И годы уже нет. Да и звыкся некоторые святом. Да и вогуле до думки, что меня уже выродило. Але мы зробили вельми правильный выбор в своем житті. Як не крути, але Иисус наш лес. Ведаешь, а я часом думаю, а что было, коли Христос не пришел? Як это не пришел? Ну взял ты не народився. Ну, чекаешь. Хотя ж вспомни пророцтво со старого заповета. Бог давно обещал нам дать Мессию вырятовальник. Так, я пам'ятаю одно. Ісая Вот послухай. 7:14. Ось Пана Павло не прийме, і народить сина, і народить йому ім'я Іммануїл. А
А 9 раздел 1,5, Исайя 9,6. «Бо народился нам сын даденный, и володарство на раменах его. И на рогу тему имя цудовный дарадник, Бог дужи, Отец вечности, князь сусвету». А я и не веду, что ще были такие пророцтва. Ну, а як же? Было нават вядома место, где им народится. Так, цікаво все гэта. Але затрымались вы тут у цябе, пардахаты, з калянамі. Мы смотрим, для тебя разница. Со святом сябры. Цікаво. Коли б Христос не пришел. С Новым годом, господа, выпить есть? Да я не пью, але зрештою могу почастовать вас горбатой. Сідайте, коли ласка. Со святом Божого народження. Что еще за новина? Да я бачу, ви добре випили. Сьогодні ви всі святують коляди, навіть ті, хто й не вірить ніколи у Бога. Я не зрозумів, що ти мені тут грузиш, що за глупство? 2000 годов назад народился Иисус Христос, как потом померти за нас. Вот так вот. Вы что ли николи не чули про Христа? Так, и он трохи дивный. Ха-ха, мне прикалывают. Так ты говоришь, что хтось хотел за когось и померти? Да Иисус помер за каждого из нас, и за тебя, и за меня. Альбо может скажешь, что ты таки добрый, николи уже ти древнего не зробил. Это и он-то не забил. Ха-ха. Заткнися, ти так само добра. А ти хоч видиш, як кожне життя. І на шляйка вийде, а як ви тобі для бутів. А я всі дози поляничного пів простою і столичною. Непрацовний у святи, воно мене життя своє пів. І хоч смію я розуміння, що в этом є своє падіння, але працю став надумати, помиляться полюбив. Звяли ружи, зникли новые, над землей день по стоит. Проходит год, але нема слова, нема Так, тебе пришлось шмат потерпеть, разумею тебе. Але ведаешь, у нас есть выход. Я ведаю тебе. Вон там, пошли. Я не жадаю слухать этой придурки. Ну я задаю, тебе ніхто не тримає. Тихо, тихо, сябры, не сваритесь. Зразумейте, неколи Бог зробив свет добрым, у им не было граху, але люди не захотели слухаться Бога, и они сгрешили супротив его. С того часу на земле з'явились спокусы. Люди стали забивать один одного. Але Бог так полюбил свет, что отдал Сына Своего одинородного, как кожный, кто поверить в Его не загинул, а имел життя вечное. Так що ж ти треба зробити? Тебе треба поверить у Иисуса Христа, як у своего врятовальника, и отречься от усіх своих грехов. Ты спустились в землю. На дворы 5761 год. А вы розважаєте тут жабитні люди. Пробачте, який год? Так, і от заправдиня світу гэтага. Як 5761? Да зараз же 2016 от народження Христового. Знов ти зі своїм Христом. 5761 от початку життя на землі. Удял білому, який час ми живемо. Ти, напевно, варя. А я вже було повірив про гэтай видумки в Христі. Вось, послухай раду. Сьогодні на прийомі у президента Лукашенка був верховний жрець усія Русі Перун VIII. Ён сказав: люди, зробім наше життя лепшим. У вас нема машини, хати, ахвяруйте своє життя великому Перуну, і ви отримаєте усе, що жадаєте. Щастя не буде конца. Так што ж марудзіць, выкарыстайце гэты шанец для дасягнення мэты, зрабіце сваё жыццё лепшым і не звяртайце увагі на іншых. Кожны клапоціцца аб сабе. Шукайце ва ўсім выгаду. Некая другая волна, вы мне подсунули. Верховный жрец
горада. Ні адзін жыхароў горада не рушыў услед яго прыкладу. Па гэтым факце пачаты судовы разгляд. Па шматлікіх патрабаваннях бацькоў адменены абмежаванні на ўжыванне і продаж наркатычных рэчываў у малодшых класах. Зараз нават навучэнцы першых класаў змогуць ужываць наркотыкі хімічнай вытворчасці. Новы выгляд ад тэрміноўкі ад войска набірае сілу. Вам трэба толькі змяніць пол, і вы атрымаеце пажыццёвае вызваленне. Аперацыя каштуе нядорага. Неужто Христос не пришел? Да что тут наогул не отбывается? Ды навошта ему приходит? Ты сам подумай, кому мы потребны такие? Ты якая справа гэтому Богу до нас? Я наогул у Бога не верю. Что дае нам тая вера? О, вось яшчэ варыянт ідзе. Грабём адсюль, з мяне досыць гэтай рэлігійнай культуры. Слава сатирку. Як ты сказал? Кого ты ставишь? Ты хоть веришь у Бога? Ты ведаешь про коляды? Сатир Сусей, отказ на все питання. Шмат стагоддзяў назад, ще вышний Бог, писав дать нам збавителя, чего не серед нас. Так, вядома, я ведаю, про кого вы говорите, про Иисуса Христа, бо он наша одиная надея на врятование. Кто не прямая великая сатирка, а вот разбыстився, ступился правда о Бога. Приходите на выступление, великая сатирка еще не увешает, и на театр родимый. И он что, еще живый? Да, шматлики ожидали своей смерти, а народ разбыстився, ступил я Бога. Не разумею. Разумеете, в этом свете ще взаимозлучено. Доброта життя велика сатирка напросто залежить от життя поклоняючися йому. Тому я пропоную ще не увешати святить своє життя великому сатирству. Ты на что мне это робить? Иисус Христос сам отдал своего себе, как избавить нас. На служении Петра Родимого вы сможете принять себе святую веру великому сатиру. А как вы смогли добро подготовиться до веры, я вам принесу необходимую литературу. Славится сатир Сусей. Добрый день. О, може, хоч ви мені розтлумачите, що тут відбувається? Але ви, напевно, так само сікта. Так, я распознала, я тоже не беру. Я наша Матвейка Чума. Сподіваюся, це не чергова релігія з ахвяроприношенням. Ви, напевно, така сама. Ды ні, я просто шукальниця істини. Усё життя я жадаю знайти її. І я близька до її. Насамрэч, няма ніякого Бога. І релігія ні при чым. У выніку апошніх расследований мы выяснили, что энергия, получаемая Солнцем, идентичная по своей природе энергии, получаемой мозгом человека. Ну и что? Як что? Это означает, что мозг человека и Солнца мают одну и ту же теорию. Як мозг является органом мышления человека, так и Солнце является органом мышления всего сусвета. Сусветный розум. И что вы кажете? Да голова это Христос, Сын Божий, а церква это все мы, верники. О, ну вы зусім старомодно думаете. Я ж кажу, Бог для мать. Религия – это наркотик для души. Спроба свести от реальности. А я вам кажу об справных фактах, об чистой науке, об досягнениях великих наукоўцаў. Тише, А кто это такие? Что он тут весь час ходит? Может, вы и это мне растлумачите? Это не ён, а яны. І яны таксама дасягнення сучаснай наукі. Вам не ведаеце, хто такія клоуны?
клоуны? Клоуны? Я совсем не подобный до клоуна. Не клон. Не клон, а клон. Само собой, женщины не могут рожать детей. Застаецца только клонировать. Расплатили 2 миллиарда. Правда, толку их мало. Ну, поголовные нейкие. Колькі грошей марнуем на их прожиток, а знешніць нельга. Коли вы просто человека, никто бы не зазначил. А вы за клона одразу пожитёвое без суду и средства. Ну и справа тут у вас. Ну зараз же коляды, ну неужели вы когда-то ничего не ведаете? Пробачьте, а я не марную час на всякие дурости. Чекайте, а як же святари, костёлы, храмы, крижи? Ну, неужели этого вы ніколи не чули? У нас в городе на жаль вельми шмат храмов. У кожных по несколько жрецов. А мать каждый день приносит кому-нибудь в ахвяру. Поклоняются ему, некоторые сатирку, іншие шишему-небудь. Только я не разумею, причем крижи, святары, некие костёлы. Ну як вам тлумачить? Ну зараз коляди, ну неужели ви ніколи не чули? Ну Ісус Христос помер на крижі, а в ахвяра, я їхте. Ну, Об ахвярах я вам уже досить сказала. Зайдите в любой храм, там будут рады принести вас в ахвяру. Распятие уже давно не практикуют. Смертная кара стесняется перед усилкой химичного наркотика криорыма. А у подобных таяму. Наколькі ж ви отстали от життя? Уже избирайтесь, будто бы дякое приношение. Святую мантру вам будем потом прочитать, когда добра. нечто, шам, ищу, скам, как... Что-то за требусня. Это не требушня. Ваша одина надія – чек померти. Стать часткой життя затирка. Моей одиной надеей был Иисус Христос. Але подобно, что и он не пришел. Ну правильно, это просто мерзко. Намогу вам треба усвідомити значність сусвітнього розуму. Отчуйте розницю. Не вмешивайтесь, я первый его знайшов. Вы принадлежите сатир. Сусвітний розум. Я кажу сатир сущий. О, сябри моя, може хоч ви їм розтлумачите, як я не помиляюся. Сябри? Да які ми тебе сябри, ти що, хлопець? Ти перший раз все бачив. Але коли вип'єш, то ми кого посябруємо. Голубчики, може потешимся? Я вот спрашиваю. Спрашивание, а вы тебе что? Я шагаю на шесть. Ну ты со своей религией, а то другому не мешает. Кучай на дискотеку, у нас там наркотики, горілка, дівчата забезпечені. И он сижу в этой сектанте. Это был сон? Нет, все так реально, это ученые и сектанты. Где моя Библия? Никак не знайду. Включить радио. Сегодня на приеме у президента Лукашенко был митрополит Тадеуш Кондрусевич. И он сказал: люди, будьте милосердны один до одного, не забивай, не заистройствуй и не кради. Любите близких своих, як заповедал нам Пан Єсус Христос. Віншую вас со святом Божого народження і надиходячим 2017 годом. Сябры? Вы нормальные? Ти твої сябри просто не познаєш нас. Познаю, сябры. Як я рад вас бачити. Заходьте, коли ласка, сядайте. Вы так чудовно
мне приснился такой жуткий сон, выцен... Такое... А бедный Сержуник думает, что было бы, коли Христос не пришел? Не, он пришел, теперь я соправды ведаю, и он не мог не прийти, и он пришел. Вот так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего одинородного, как каждый, кто верит в Него, не загинул, а имел житье вечное. Я хочу вам предложить сегодня вернуться в сказку, вспомнить свое детство, ну и отказаться некоторых вопросов. Ну, буду говорить по-русски. Как было интереснее, буду подходить к каждому столу, задавать вопросы и будем отвечать. Ну вот подойду к первому столу и задаю первый вопрос. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? В 9 царстве. В 9 царстве. Правильно. В 9 царстве, в 9 государстве. Второй вопрос. Чем был колобок? Пряником или пирогом? А если подумаем? Пряником, правильно. Назовите место рождения колобка. Правильно. Место рождения колобка – это печь. Так. Назовите русскую народную сказку, в которой было 3 покушения на убийство. Рождеством прошло. Зимняя ясная ночь спустилась над новой мышью. Месяц величаво поднялся до неба посвятить добрым людям в деревне над Мышанкой и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. У окна сидит Оксана с подружкой, листают модные журналы, ждут вакууму. Родители Оксаны читают прессу в кресле за журнальным столиком у камина. Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Это шла коляда. Здравствуй, милая Оксанушка. А, это ты, Бакула? Зачем пришел? Рана тяжкая на сердце у меня от любви к тебе. Уж больно ты нравишься мне. Нравлюсь, говоришь. Очень нравишься. Так нравлюсь, что и женишься на мне. Женюсь, конечно же женюсь. А раз так, то исполни мое желание, и тогда я выйду за тебя. Какое еще желание? Хочу венчаться в костеле в Новой Мыши. Дорогая, что мышь? Давай в Париж. Нет, только Новая Мышь. Ну, как скажешь, так и будет. Улизнуть нашу Оксанку за границу. Влюбленные сидят и мечтают. Подружка дергает Оксану и нашептывает. Спроси, что он там говорил про Париж? Что же он сказал? Ну, а что ты там говорил про Париж? Я говорю, Париж не мышь. Я покажу тебе Эйфелевую башню, собор Нотр-Дам. Увезут нашу Оксанку за границу. Ну нет. Ну что нам ваш Париж? И какой